В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кшара. Здравствуйте. В Верховный суд Абхазии поступило уголовное дело в отношении братьев Даура и Адгура Джинджоли. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия. 11 июля 2017 года прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы Андрея Кабанова и похищении членов его семьи. В результате разбойного нападения Кабанову 1984 года рождения было нанесено 2 ножевых ранения. Погибшего сопровождали жена с 2 детьми, а также еще одна семья, супруги и 2 детей. Все они были похищены злоумышленниками в целях получения выкупа за освобождение, однако были освобождены в результате оперативных мероприятий. Предварительным следствием Адгуру Джинджоли предъявлено обвинение в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем, а также по другим статьям Уголовного кодекса. Действия Даура Джинджоли органом расследования квалифицированы как разбойное нападение в целях завладения чужого имущества в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия и другим статьям Уголовного кодекса. В отношении Даура и Адгура Джинджоли избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу адресовано судье Верховного суда Екатерине Онищенко. Судебное разбирательство по делу будет начато в течение 14 дней с момента поступления дела в суд. Первый совместный рейд с применением авиации по проверке правопорядка на российско-абхазской государственной границе, проходящей по территории Карачаево-Черкесии, провели представители погранслужбы ФСБ России и пограничного отряда СГБ Абхазии. Рейд проходил на перевалах Кардывач, Дамхурц, Аплаштраху, Наур, Клухорский, Нахар, сообщает погрануправление ФСБ России по КЧР. Представители 2 стран также обсудили актуальные вопросы пограничной безопасности на российско-абхазской государственной границе и договорились о проведении ряда совместных мероприятий в период открытия горных перевалов главного Кавказского хребта. При проведении совместного рейда было отмечено, что существенных изменений обстановка на российско-абхазской государственной границе не претерпела и осталась стабильной. В рамках 4-го Ялтинского международного экономического форума прошла встреча министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Самер Халилем, который пригласил Абхазию принять участие в Дамасской международной ярмарке и в этом году. Нам надо обсудить вопросы, касающиеся организации постоянных выставок абхазской и сирийской продукции. Мы открыты для увеличения объема торговли между нашими странами, отметил министр экономики и внешней торговли Сирии. Со своей стороны Адгур Ардзинба отметил, что необходимо продолжить совместную работу и поблагодарил сирийского коллегу за приглашение принять участие в предстоящей Дамасской международной ярмарке. Присутствовавший на встрече министр иностранных дел Абхазии Даур Кове пригласил представителей Сирии в Абхазию принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных десятилетию международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Для знаменитых сухумских часов построят новую башню. На 25-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии над зданием администрации города вновь забьют куранты. Подробности в материале Ренаты Шакая. Разобраны все конструкции и обшивка башни. Специалисты вынуждены были это сделать после ее детального изучения. Они пришли к выводу, что несущие балки строения пришли в негодность. Механизм часов тоже разобран и хранится в одном из помещений администрации. Сейчас сердце курантов пусто, но это ненадолго. Позади меня находится конструкция, основная конструкция данной башни. Как только будет готова металлическая конструкция, начнутся демонтажные работы этой деревянной конструкции. Мы ее разберем, после чего спецтехникой будем вставлять сверху металлическую конструкцию. С виду небольшие часы весят около 2 тонн. Именно эта нагрузка привела к тому, что башня дала крен. С крыши можно увидеть огромные трещины на башне, да и сама кровля нуждается в замене. На данном этапе собирают металлический каркас, который высотой более 14 метров. Он будет собираться в 2 этапа.
9 метров и 5 метров. Специалисты Управления архитектуры и градостроительства произвели замер башни, чтобы возвести точно такую же конструкцию. Затем был подготовлен проект. Сметная стоимость работы вот уже. До завершения сборки новой башни остаются считанные дни. Проект получили в начале этого месяца. У нас работы ведутся со дня получения заказа, потому что мы уже были предварительно готовы к этому. Башня, сейчас вот то, что вы видите на заднем плане, это будет башня первого уровня, которая составляет высоту 5 метров. После нее будем возводить шпиль непосредственно самой башни. Будет идентичен шпилю существующей башни. Вес будет порядка каждой конструкции около 2,5-3 тонн. Доставляться будет спецтехника и подниматься специальными автокранами. Больше полувека прошло с тех пор, как каждые 15 минут в городе звучал механизм четвертного боя курантов Сухумского Биг Бена. Совсем скоро горожане и гости столицы вновь услышат бой столичных курантов. Рената Шакаева, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с ее президентом Геннадием Гагулия принимала участие в 22-й международной выставке продуктов питания и напитков «Алиментария-2018», которая проходила в Барселоне. Это крупнейшая продовольственная выставка в Испании и одна из 3 самых значимых отраслевых выставок в мире, которая, начиная с 1976 года, проходит один раз в 2 года. Официальный стенд Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия вызвал огромный интерес у посетителей и участников выставки своей яркостью, обилием национальных атрибутов и широким спектром производимой в Абхазии алкогольной и пищевой продукции. Павильон посетила торговый представитель Российской Федерации в Испании Галина Курочкина, которая специально приехала в Барселону из Мадрида и проявила готовность оказать содействие абхазской делегации в разных вопросах. Делегация ТПП Республики Абхазия считает весьма успешным свое участие в данной выставке. Стоит отметить, что Торгово-промышленная палата республики вошла в общий каталог стран-участниц выставки. В семье Тимура Шакая пополнение. Родилась дочь. Девочку назвали Мадлена. А необычное здесь то, что новорожденная 13-й ребенок в семье. О счастливом 13-м числе для Тимура и Светланы Шакая наш следующий сюжет. Маленькая Мадлена не подозревает, что дома ее с нетерпением ждут 7 сестричек и 5 братьев. Спокойно лежит в кроватке, будто бы наслаждаясь последними минутами тишины в больничной палате. Ведь дома, где большая семья, такое бывает крайне редко. Девочка родилась с весом 2 800. Мама Светлана Габуня не отходит от ребенка ни на секунду. Правда, признается она, переживает за тех, кто остался дома без ее присмотра. Часто выходит на балкон проверить, не приехал ли кто из родных. Встречают мать-героиню, старшие дочки и младший сын Леон. Для персонала роддома Светлана уже давно стала своей. За маму с малышкой здесь переживали все. Не безразлична ее судьба и сотрудникам благотворительной организации «Кераз», фонд, подопечным которого является семья Шакая, не раз оказывала им помощь, обеспечивает лекарствами, одеждой и всем необходимым. Не остались они в стороне и при рождении Мадлены. Роды хоть и были сложные, но все прошло хорошо. У ребенка были сложности, у мамы были сложности. Нам пришлось заниматься родовозбуждением, родостимуляцией, потому что ребенок страдал внутриутробно. Поэтому мы все ждали этих родов, готовились к ним. Не скрою, мы волновались очень по этому поводу. И мы сегодня вместе с вами радуемся, потому что у нас все хорошо. Проливной дождь не помешал детям встретить маму с сестричкой на улице. Взглянуть на нее хотелось даже самым нелюбопытным в семье. Стоило положить ее на диван, как старшие дети мгновенно обступили малышку. Смотрят на нее и тихонечко между собой спорят, на кого она больше похожа. В семье царит особый порядок. Здесь свой уклад жизни. Встают ровно в 7, помогают родителям по хозяйству, завтракают и уходят. Кто в школу, а кто в университет. Самой старшей дочери в семье 20 лет. Санта большая помощница мамы в хозяйских делах и в воспитании младших братьев и сестер. Для своих сестричек Саманты, Сабрины, Сабины, Саиды, Сантаны и Амины, а, например, прилежание и трудолюбие. Девушка признается, что больше всего любит готовить абхазскую еду. Первым просыпается папа, потом мы. Утром
в школу идут дети, а мы на учебу. Я учусь в медколледже на 3-м курсе, сестринское дело. Кто-то готовит, кто-то убирает, там, не знаю. Больше всего ты что любишь делать Я, наверное, готовить. Если старшая сестра на кухне главная, то 17-летней Сабрине в радость быть нянькой для младших. Она без какой-либо боязни берет на руки новорожденную и умело упоюкивает. Мужская половина семьи ловко уворачивается от камеры. Гудиса – средний сын в семье. Папин помощник встает рано, как и все. Помогает по хозяйству и только потом идет в школу. Так и остальные ребята – Саид, Алексей, Алмаз. Рядом с мамой остается только 5-летний Леон. Теперь уже и Мадлена. Я утром встаю в 8, мама с папой помогу. Мисс, пойду в школу. К приезду матери и сестры дети наготовили еды, привели в порядок дом и приоделись. Сюрпризом для семьи стал подарок от Международного фонда АПСН. Соцпакет в рамках проекта Анны Амалаки. Для семьи очень кстати. Наверное, найдутся скептики. Как можно в наше тяжелое время иметь столько детей? Ведь их надо кормить, обувать, одевать. Но из дома семьи Шакая уходишь с абсолютной уверенностью в том, что детям здесь хорошо, о них заботятся и материнской любви хватает на каждого. Есть надежда, что все они вырастут трудолюбивыми и в будущем станут опорой для своих родителей. Цария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Утверждены даты экзаменов для кандидатов, поступающих в российские вузы по квотам через представительство Россотрудничества. Экзамены будут проходить в АГУ. 23 апреля абитуриенты будут сдавать математику, 24 апреля – химию, 25 – обществознание, 27 – русский язык. Начало всех экзаменов – 10:00. 26 и 28 апреля состоится комиссия по апелляции. По всем вопросам обращаться по телефонам 223 33 53, 223 33 54. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачность с прояснениями. Ночью и утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 12-17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.